Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы продолжим разговор о пограничных состояниях у новорожденных. Какие пограничные состояния новорожденных вы знаете? Обычно желтухи есть у детей, вес уменьшается, у всех разные патологии. Разные дети. Какой по счету у вас ребенок? Второй. А с чем сталкивались? С вторым желтуха, с первым все хорошо, замечательно было. Рожала здесь же. Второй раз тоже здесь рожаю. Врачи замечательно хорошие. Вот именно с желтухой сталкивалась тоже, как при рождении у всех детей. У меня третий ребенок. У всех вот желтухи появляются. Они появляются уж как бы на второй, либо на третий день. И смотря от степени, наверное, желтизны зависит. Но у всех детей не бывает. Еще хотелось бы добавить то, что вот при рождении ребенка вес у ребенка один, а потом уже в течение нескольких дней она убавляется. Но, соответственно, со временем она свой вес все равно будет уже прибавлять. И насчет кормления, когда уже молоко начинает появляться, ребенок начинает уже присасываться к груди, уже появляется, болезненные чуть эти корочки. Вот. Это тоже у всех бывает, у всех абсолютно. Сначала они очень вес теряют сильно. Потом начинают желтушкой побаливать. Желтушка переболеет, носики белыми пятнышками покрываются. А с чем вы сталкивались? Ой, и с желтушкой сталкивалась. И вес, и пупочек у них отпадает еще на 4-е сутки. И на теле появляются красные пятнышки, тоже бывает. Но это все не страшно, это все проходит. Что еще? Какой по счету у вас ребенок? Второй. А первый тоже так же? Первый, да, у них, наверное, у всех одинаково все происходит. Так, шелушение бывает тоже. Вот сейчас у ребенка пошли эритема на лице. У меня этот ребенок 5-й. Как обычно, у меня у всех детей бывала желтушка сама. Первые 2-3 дня эта желтушка появляется. Бывает у девочек половой кризис бывает. Они после родов последние, первые 2-3 дня у них вес спадает. Потому что груди пока молока больно-то нету. Вот после грудного скармливания обратно они набирают вес. Пока больше ничем такими трудными вещами не сталкивалась. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы поговорим о переходных состояниях новорожденных. Сразу же после рождения новорожденный попадает в совершенно иную окружающую среду. Здесь значительно понижена температура по сравнению с внутриматочной. Появляется гравитация, масса зрительных, тактильных, акустических, других раздражителей. После рождения малышу необходим иной тип дыхания, легочной, и другой способ получения питательных веществ, то есть меняется пищеварение. Этот переход сопровождается изменениями практически во всех органах и системах организма. Эти перестройки заложены самой природой, но все же требуется какое-то время, чтобы малыш привыкнул и приспособился к внешнему миру. Именно в этом заключается причина появления у малышей первого месяца жизни так называемых транзиторных или переходных пограничных состояниях. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Состояние или реакция, отражающая процесс приспособления, то есть адаптации к родам, к новым условиям жизни, называются переходными пограничными состояниями новорожденных. Период новорожденности – это период адаптации к условиям внеутробной жизни, и окончание его определяется исчезновением тех самых пограничных состояний. А длительность этого периода новорожденности от 2,5 до 3,5 недель, в среднем 28 дней. У недоношенных он немножечко удлиняется. Один из таких синдромов – это синдром только что родившегося ребенка. Ребенок в первые секунды жизни обездвижен. Он не реагирует ни на болевые, ни на звуковые, ни световые раздражители. У него практически отсутствует мышечный тонус, рефлексы. Но в последующие 5-10 секунд у ребенка появляется глубокий вдох, крик, формируется поза флексии, ребенок начинает активно двигаться.
Зрачки его расширены, несмотря на яркий свет. Вот так начинается новая жизнь. Транзиторная гипервентиляция. Легочная вентиляция на протяжении первых 2-3 дней в 1,5-2 раза больше, чем у старших детей. То есть, если старшие дети у нас дышат 20-30 движений, то новорожденный выполняет от 40 до 60 движений легкими. Первый вдох осуществляется по типу гаспа, то есть глубокий вдох и затрудненный выдох. Этому способствует расправление легких и эвакуируется жидкость из альвеол. Следующее состояние – это транзиторное кровообращение. Начало легочного дыхания способствует закрытию фетальных коммуникаций, то есть закрывается артериальный проток через 10-15 минут. В последующие 2 суток может возникнуть шунтирование как слева направо, так и справа налево. Может быть и шунтирование в обоих направлениях. Закрывается овальное окно после рождения, но у некоторых деток оно может закрываться и через месяц, и через 2, и через год, и через 5. Но все это физиологическое, все это нормальное явление. Анатомическое закрытие артериального протока происходит к 8 неделям. Пупочные артерии сокращаются через 15 секунд. Через 45 секунд считаются функционально закрытыми. Транзиторная полицитемия. В первые часы на протяжении первой недели жизни происходит гемоконцентрация крови, то есть нарастание уровня гемоглобина, количество эритроцитов, лейкоцитов. Некоторые мамочки в первую очередь, конечно, интересуются, какой гемоглобин у моего ребенка, и очень переживают, что мы говорим очень высокий. Это все нормальное явление. Через несколько дней гемоглобин приходит в норму, ребенок начинает жить полноценной жизнью. Физиологическая желтуха новорожденных. Встречается она у 60-70% новорожденных. Часто мамочек тревожит то, что кожа ребенка на 2-3 сутки желтеет, становится с иктеричным желтым оттенком. При этом могут прокрашиваться и склеры глаз. Если желтуха выражена слабо, появляется после 2-3 дня, не нарушает состояние ребенка, ребенок кушает, не изменяется цвет мочи и кала, исчезает она к 14 дню жизни, то это физиологическая желтуха, и никаких опасений для ребенка она не вызывает. Это явление обусловлено временной незрелостью ферментной системы печени и затрудненного транспорта билирубина. Но если же желтуха, пусть даже слабая, затягивается на более длительный срок или появляется в первые сутки после рождения, сопровождается усилением окраски или ухудшением общего состояния новорожденного, то речь идет уже о патологической желтухе. Все то, что это происходит в роддоме, мы, врачи-неонатологи, конечно, за этим следим. Дети такие у нас получают фототерапию, получают дополнительное питание, дополнительное питье. В тяжелых случаях даже проводим инфузионную терапию. Но если такая желтуха затянувшаяся или с ухудшением состояния появляется на участке, то этим уже будут заниматься врачи-педиатры. И об этом надо обязательно говорить своим докторам. Транзиторное нарушение теплового баланса. К переходным состояниям у новорожденных относится также транзиторное нарушение теплового обмена. У малыша может незначительно повышаться или понижаться температура тела. Дело в том, что у новорожденных процессы терморегуляции еще не зрелые и несовершенные. Они не могут удерживать постоянную температуру тела и очень чувствительны к изменениям окружающей среды. Малыши реагируют на любые колебания температуры не только в помещении, но и на улице. Неустойчивость терморегуляторного центра приводит к быстрому перегреванию или переохлаждению ребенка. Этому способствует особенность строения кожи. Кожа новорожденного богата сосудами и бедная потовыми железами. Очень важно соблюдать правильный температурный режим в комнате малыша, защищать кроху от перегрева и сквозняков, рационально одеваться на прогулках. Температура в детской должна быть от 20 до 22 градусов, а у недоношенных до 24 градусов. Лучше установить в комнате малыша градусник и следить за его показаниями. При резких и частых колебаниях температуры тела у крохи необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром. Следующее состояние – это половой или гормональный криз. Одно из переходных состояний у новорожденных, которое часто встречается и нередко пугает родителей. Наблюдается оно у 2/3 половины доношенных малышей, причем чаще у девочек. Проявляется половой криз с тем, что из организма ребенка освобождаются половые гормоны матери эстрогены. Нередко на первой неделе жизни у мальчиков и у девочек слегка увеличиваются молочные железы.
Перед тем, как исчезнуть, это увеличение может усилиться в течение следующих нескольких недель. Иногда из грудных желез выделяется жидкость, похожая на молозиво. Это абсолютно нормальное явление, не должно пугать родителей. Нагрубание молочных желез бесследно проходит к концу месяца, и обычно лечения не требует. Но если нагрубание молочных желез становится значительным, будет сопровождаться беспокойством ребенка, повышением температуры, то обязательно нужно проконсультироваться с педиатром. Ни в коем случае нельзя пытаться уменьшить размер припухлых молочных желез, выдавливая из сосков ребенка жидкость. Это не только приносит боль малышу, но и способствует заносу инфекции. У девочек в первые дни жизни часто появляются обильные слизистые выделения серовато-белого цвета из половых путей. Это проявление так называемого транзиторного вульвогенита. Постепенно выделения через несколько дней исчезают. Влагалищные выделения могут быть кровянистыми. Это нормальная реакция, и примесь крови не должна быть причиной для беспокойства. Лечение такое состояние не требует. При наличии выделений из половых органов девочку необходимо особенно тщательно подмывать. Лучше использовать слабый раствор марганцево кислого калия. Подмывать нужно несколько раз в день, обязательно после стула. Девочку всегда подмывают, направляя движение руки и струю воды спереди назад, чтобы бактерии с околоанальной зоны не попали в половую щель. Физиологическая потеря массы тела. В первые дни жизни у младенцев происходит потеря массы тела, которую называют физиологической. Потеря массы тела наблюдается у всех новорожденных, независимо от показателей массы при рождении. Она бывает и у доношенных, и у недоношенных малышей. Основная причина потери массы тела в том, что организм новорожденного в первые дни жизни теряет много воды, использует запасы питательных веществ, полученных им еще внутриутробно, то есть расходует свои внутренние резервы. Также имеется относительно голодание из-за того, что у мамочек в первые дни дефицит молока, устанавливается лактация. В норме такая потеря веса обычно не превышает 6% от первоначальной массы тела при рождении. Обычно уже к 8-10 дню малыши набирают свой вес. У недоношенных этот период продлевается до 14 дня. Восстанавливается свой первоначальный вес. Затем уже вес тела регулярно увеличивается и служит одним из показателей правильного развития и роста малыша. Для более быстрого восстановления массы тела имеет значение тепловой режим, рациональный уход за новорожденным, профилактика гиполгалактии у мамы, раннее прикладывание груди, свободный режим вскармливания, организация вскармливания и выбор смеси при отсутствии или недостатке молока у мамы. Обратим внимание, что это процесс естественный, и родителям не стоит волноваться, что малыш не набирает в весе в первые дни жизни. Но если новорожденный потерял более 10% от массы тела при рождении, это где-то 200-250 грамм, не восстановил потерю к 10-12 дню жизни, то это может привести к ухудшению состояния ребенка. В этом случае обязательно нужно проконсультироваться с педиатром. Органы мочевыделения также адаптируются к новым внеутробным условиям. Они приспосабливаются к работе на фоне измененного кровообращения, гормональных изменений и больших потерь воды. Часто развивается так называемый мочекислый инфаркт почек. Внешне он проявляется выделением мутной кирпично-желтой мочи, что иногда очень пугает мамочек. Но волноваться не нужно. Это состояние связано с нарушением обмена веществ в почках и отложением в них кристаллов солей мочевой кислоты. К концу первой недели эти явления проходят. Но если цвет мочи не нормализуется к концу второй недели жизни, то обязательно проконсультируйтесь у педиатра. Переходные процессы почек могут стать основой для развития некоторых патологических состояний, отечного синдрома, инфекции мочевыводящих путей. Врач обследует ребенка и исключит патологию. Вот это основные переходные состояния, которые встречаются у новорожденных. Есть, конечно, и другие, но они уже требуют более серьезного подхода, серьезного обследования. Поэтому не нужно переживать за то, что ваш ребенок болен. Это все пройдет. И ребенок начинает жить в этом новом мире. Наша передача подошла к концу. До свидания, берегите себя и своих близких.